Атиржап Дажиевич, а сколько примерно времени уходит на изготовление одного инструмента? Инструменты для одного никогда не засекаем. А делаем заготовки. Одно наклеишь, пока он сохнет, другое делаешь. Вот так и определенно с одним инструментом никогда не занимаюсь. Сразу несколько. А вот то, что у вас сейчас в руках, это как инструмент называется? Хор. Рехендек хор. С ним до нужны толщины. Очень нудная работа. Каждый раз мерим. Это же заказное, таких же не бывает в магазине. Нет, конечно, это я точно помню, это в 57 году не он, от кузнец. Заказывали, да? Это свой дядя наш, кузнец. Дядя мой Эдуаров заказывал. Год, сколько ему? И вы уже 60 лет делаете инструменты, да? Да не тупится. Вот кузнецы были, да? Да, и металл, и кузнецы. Ну, металл это... Я это помню. От кораблей. Или корабли, или стопорное кольцо. Заготовки гриф будущий. Ага. Вот дека. Почти готовые. Вот это крышечка от деки. Крышка, вы сказали, да? Деки. Это сама верхняя дека. Верхняя дека вот. Крышки такой, слава нет. Не бывает. Ну, за всю жизнь сколько примерно? Не считал Атиржап Дажиевич? Не. А вот где вы научились этому ремеслу редкому? Ну, по наследству как. Дядя делал. Там брат, там я. Атиржап Дажиевич, а вот к вам, я слышал, с других регионов приезжают даже, да, за инструментами? Да. Приезжает Иркутская область, Агинский, еще тувинцы приезжают. Да, тувинцы одного отправили ученика. Он пришел, сел записывать. Я ему сказал, что на 20 когда записываешь, ничего не получится. Ты года не должен сидеть, говорит. Министр культуры сына отправил. А вам самим больше по душе какой инструмент делать? Сухой хур или обычный хур? Ну, что вот, нравится, не нравится, но будешь делать, если нет. Что заказывают? Такого нет, говорит. Что заказали, да, то и Что делают. заказали, то и делаем. А про нее расскажите. Ну, вот это корпус чанзы, вот гриф, вот он будет тут. Вот так вот. Ну, вот или порядок. Идет воды, носки, все вот так сделано. Мелочь. Из какого дерева вот делается корпус деки? Ну, делается такое определенное количество, это можно из березы сделать, можно бок сделать,
Вот это ясень. А? А вот эта верхняя дека от хура, она из чего? Это ель. Ель? Ага. Ну, это здесь корпус, здесь бука. У нас клена нету. Еще говорите, говорите. Ну, скрипки делаете клен, корпус, нижняя дека. А где ему надо взять этот клен? Ну, то есть, если хур из клена сделать, это тоже неплохо было бы, да? Скрипки все клены. Вот этот вот замечательный барабан называется хынгырык. Ударный инструмент барабанного типа. С Иволгинского Дацана ремонтирует. А также он и сам изготовляет такие инструменты интересные. Когда вы поняли, что это дело вашей жизни? Да я с детства, с 12 лет дядя лет. С 57-го года она меня с Вологдой. Но я всю жизнь посвятил этому ремеслу. Но, конечно, перерывы были, в других местах я работал, конечно. На одном этим тоже. В выходные дни, за вечерами, постоянно вот это делал. Мне уже 72-й год. Ну, пока сил есть, мы понемногу будем работать, искать ученика. Вот учеников нету плохо. На ученика возьмешь, чем кормить его. Вот на инструмент наделаем, а брать никто не берет. Вот он будет по лапу. Вот такая. Ученика надо, чтобы это хоть ему как стипендии выделили, что ли, целая республика, нельзя ни одного человека выделить не могут. Сержант Дажич, мы вам желаем удачи в нелегком деле. Самое главное здоровье. Ага. Живите долго. Ага. Спасибо вам большое. Ну, будем стараться.